Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что случится, что произойдет с минуты на минуту, со дня на день. Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Угу. Так, ну давайте пойдем по порядку. Какие-то горы, затруднения, помехи, невозможность получить то, чего вы хотите вот прямо здесь и сейчас, либо разрешить ту или иную ситуацию. Что-то прям остро стоит в вашей жизни. Гора вышла в левой стороне. Это хороший знак. Знак того, что эта ситуация обязательно вами будет решена, причем при помощи, либо при участии каких-то двух людей. Один точно мужчина, а второй вот не скажу, честно не скажу кто. Два человека помогают вам вот эту гору убрать с вашего жизненного пути. Ну, такие, знаете, помощники появятся и помогут вам с этой острой ситуацией. Бояться вам нечего. Этим людям вы можете довериться. Причем вот мужчина точно по своей инициативе идет. Прям идет и говорит: а давай я тебе помогу. Вот вижу, что ты тут мучаешься, страдаешь, что у тебя проблема. Я все это вижу, я хочу помочь, у меня есть возможности, у меня есть ресурсы. Доверься, я все сделаю, и правда сделает. Возможно, он кого-то привлечет на помощь. Может быть, это какой-то профессиональный человечек, да, то есть специалист именно по таким вот вершинам, по горам. Но эту помеху с вашего пути уберут, просто снесут. Да, и вы пройдете так, как хотели, так, как планировали. Хорошее событие. Причем вот прям ближайшие вот несколько часов, может быть, максимум часа 3-5 произойдет это событие. Будет предложена помощь и будет очень хороший результат. Дальше идем. Я вижу вас перед каким-то выбором. То есть вы стоите, мучаетесь. Вот как поступить, куда пойти, что одеть, с кем поговорить, либо с кем на свидание сходить. Мучительный выбор идет. А знаете, ни с кем не советуйтесь. Вообще ни с кем. Вижу, что у вас есть желание кому-то позвонить, с кем-то обсудить, либо просто переговорить, попросить совета. Не делайте этого. Доверьтесь своей интуиции. Хотите просто на бумажечке, напишите да, нет, брать, не брать, делать, не делать. Вот помешайте эти бумажечки. Вот какую выберете, так поступайте. Вам нельзя никому вот именно в ближайшие день, сутки никому ничего говорить о себе, о своих планах. Здесь большая вероятность либо дурного совета, либо сглаза. Да, поэтому лучше помолчите, лучше пусть будет как будет. Да? Доверьтесь судьбе, доверьтесь своей интуиции. Поверьте, вот это будет правильный поступок. Знаете, даже близкий человек может поглазить, либо даже близкий человек может ошибаться и дать вам не тот совет. А потом, вы знаете, и результаты не получите, и расстроитесь, еще на того человека обидитесь. Лучше не надо. В данном случае выбирайте сами. Вот как пойдет, так пойдет. Вот на случай доверьтесь, вот это будет самое правильное. Так, девочки, у кого-то с мужчиной будет очень сложный разговор, очень сложный. Вы как в предвкушении этого разговора, либо вы инициатор этого разговора. Мужчина очень закрыт. Мужчина закрыт, он чего-то боится, он вам чего-то не договаривает. Вот смотрите, у вас с мужчиной проблема. Проблема одна на двоих. Но
Мужчина знает больше, чем вы. Мужчина как будто бы вас ограждает от какой-то информации. Поэтому вам кажется, что он там просто не хочет что-то делать, либо не умеет, либо там лениться, да? Хотя на самом деле это не так. Здесь такой разговор идет, как будто бы пытки с пристрастием. Вы будете его пытать, вы будете там ему говорить плохие слова, вы будете, возможно, даже, знаете, как колоть его чем-то, ну, я имею в виду там словесно, да, обвинения какие-то бросать в адрес, а он будет терпеть, и он будет молчать. Значит, девочки, разговор непростой, много энергии потратите, правды не добьетесь, не получите, к сожалению, да. Но здесь такой аспект идет, возможно, вам лучше и не знать этого, возможно, вам лучше и не знать истинных причин его поступков, либо его бездействия. Там причины очень серьезные. И эти причины, они могут, достаточно болезненно на вас отразиться. Он вас как будто бы оберегает. Понимаете? Знаете, отпустите бы эту ситуацию, отпустите, пусть делает, что делает. Поверьте, он у вас не дурачок, он выход найдет. Может быть, не самый лучший и не самый идеальный, но вы не пострадаете. Да, и переживать не будете, разве что там с ним немножко поругаетесь. Вот, все будет хорошо. Не ругайтесь, лучше пожалейте его. Лучше ему скажите, что вы в него верите, что вы ему доверяете, и вы точно знаете, что он все сделает правильно. Вот поверьте, вот эти слова, они будут лучше, чем любые там укоры, угрозы или обвинения. Эти слова его очень хорошо простимулируют. Так, на работе. Кто у меня тут работает? Какая-то очень веселая компания у вас собралась. Здесь вот 3 либо 4 человечка. Очень хорошо проводят время. Хоть и на работе, да, весело, тепло, душевно. Задушевные разговоры, какое-то обсуждение, какие-то новости, интересы. Вот будет о чем поговорить, там чаечка попить, может быть, даже что-то покрепче. Вот хорошо проведете время. Кстати, возможно, вот один из этой троицы — это ваш непосредственный начальник, который к вам присоединится, и вы вот душевно посидите. Да, работать-то все равно придется, но вот такой себе маленький перерывчик сделаете, вот душевно отдохнете. Так, а у кого работы нет? Скорее всего, вас позовут на собеседование, где будет очень теплая компания, теплый коллектив, и вас там встретят не как соискателя на должность, а как друга, как товарища, да, вот прям с вами поговорят там не о работе, а о жизни. Вы получите удовольствие общаться с этими людьми. Скорее всего, вас одобрят, да, то есть вам будут предлагать место, все замечательно сложится. Пусть так и будет. Так, еще момент. Кому нужно посещать какие-то мероприятия, вот связанные, может быть, с какими-то собраниями? Я не могу сказать, что это казенный дом, хотя вот идет какое-то собрание, где собираются люди и обсуждают какие-то проблемы, вопросы. Почему-то мне идет как школьное какое-то собрание. Школьное. Но это не коллектив собирается. Вот люди разные, разноплановые. Кстати, очень такое мутное собрание, очень такое затянутое, ни о чем. Очень много лишнего там будет. Вы прям устанете. Вы почему-то идете с какой-то надеждой туда. Вы думаете, это хорошо, это правильно, вопросы порешаем, там, узнаем, что, как, от чего, почему. Но просто потратите время. Потратите время, и даже такое разочарование у вас чувствуется. Слушайте, кто себя не очень хорошо чувствует, есть такие вот у меня люди, вот человек как будто бы приболел. Там, горло, нос, опять же, на ухо вот кого-то прям не слышит, щелкает что-то прям в ухе, даже у меня вот прям щелкает. Если это ваше состояние, лучше никуда не ходите. Ничего полезного там не будет, это просто трата времени. Вот. Не ходите. А если пойдете, смотрите, мало того, что разочаруетесь, потом у вас озноб какой-то может начаться, и еще ругаться потом будете, да, зачем же я туда пошла. Так,
Вот дома кто-то готовится, к чему-то вы готовитесь. То ли вы генеральную уборку затеяли, то ли у вас какое-то будет мероприятие, может быть, там гости придут, приедут, там родственники. Вы как будто бы чувствуете, что не успеваете. Вы вот прям все там чистите, полируете, драете, готовите. Прям устали очень сильно. Вот прямо о себе не заботитесь. Вот кто-то даже забывает покушать. Мои хорошие, это неправильно. Неправильно. Вы знаете, вот вы все начистите, у вас все там будет сверкать, блистать, там стол ломиться будет от яств. Придут ваши гости, а вы уставшие. Вы понимаете, никакого удовольствия ведь не получите. Давайте, сбавляйте обороты, тем более я вижу, что ваши гости, они задержатся, причем так конкретно задержатся. Какие-то обстоятельства в дороге, может быть, там в поезде, в самолете, как они к вам будут добираться, вот что-то их задержит. Вот. Делайте по мере возможности, не переутруждайте себя, пожалуйста. Тем более вот берегите, мне почему-то идет правая рука. Могут быть травмы правой руки, травмы, как удариться можно порезаться. Что-то, вот знаете, болевое очень, очень больно будет. Вот берегите правую руку, пожалуйста. И давайте, пожалуйста, без фанатизма. Да, не надо. Себя надо любить и себя надо беречь. Так, у кого-то план куда-то пойти. Может быть, за покупками, может быть, просто пойти где-то погулять, что-то новое увидеть, что-то вы планируете. Планы грандиозные, но реализация что-то хромает. Либо вы ждете от кого-то предложения, либо вы с кем-то хотите пойти, либо вы не уверены, стоит ли вам идти. Значит, мои хорошие, вашим планам суждено исполниться, причем исполнится гораздо ярче, чем вы там себе в голове нарисовали. Конечно же, идите, ни о чем не думайте. Идите, делайте, смотрите, покупайте, все будет замечательно. Тем более, смотрите, у вас какая-то идет встреча очень теплая, с хорошими людьми. Может быть, встретите каких-то своих знакомых, может быть, родственников встретите. Будет с кем поговорить, будет с кем время провести. Вам не будет скучно. Вот что запланировали, сделаете, и плюс еще какое-то удовольствие получите. Так, мои хорошие, кто у меня плохо спал сегодня? Кто-то очень плохо спал, кто-то не выспался, кому-то сны какие-то дурацкие снились, толком ничего не помните, ну какая-то каша. А вот послед после сна, он такой неприятный у вас есть. Не пугайтесь, ваш сон был ни о чем. Это была реакция вашего организма на усталость. На усталость, на стресс, на какую-то эмоциональную вовлеченность. Сон сам по себе был не дурной, но сон был сигналом, таким звоночком, что нужно поменьше там новости смотреть, всякие там эти, собирать информацию от знакомых, поменьше нужно перед телевизором сидеть, побольше нужно отдыхать, знаете, принять ванну, себя кормить хорошо надо, правильно, сбалансированно кормить и, конечно же, ложиться вовремя спать. Это был именно на это сигнал. Я вижу, прям кто-то очень беспокоится из-за дурного сна. Еще раз повторю, сон – это намек на то, что вам нужно себя поберечь. Нервная система не выдерживает и идет вот прям такое физическое уже истощение. Что-то вы либо не то кушаете, либо кушаете крайне мало того, что надо кушать, да, то, что полезно для вас. Здесь очень хорошо бы было высыпаться и, ну вот в идеале, да, в идеале посетить специалиста, сдать анализы на витамины, на микроэлементы. Вот чего-то вам не хватает. Отсюда у вас и такое разбитое состояние, и спите вы вот плохо, и снятся вам такие сны. Вот. Не переживайте, просто собой займитесь, пожалуйста. Так, здесь у меня мужчина с женщиной, оба счастливые, улыбаются, на машине куда-то едут. Поездка на машине. Слушайте, вы влюбленные, смотрите, у вас тут искры во все стороны летят. Но у кого-то свидание будет. Свидание, причем мужчина такой, знаете, старается. Ох, молодец. Он вас и кружит, и танцует.
и за вами ухаживает. На машине мужчина, да, это не ваша, это его машина. Будет вас где-то катать, будете прям так веселиться. Я слышу прям ваш громкий смех. Будет стараться вас расслабить и, возможно, даже уговорить на более какие-то серьезные, да, 18+ вещи. Ну, у кого свидание намечается, мои хорошие, тьфу-тьфу-тьфу, очень хорошее, славное свидание идет, и весело, и задорно, и интересно вам будет. Кто в паре, в браке, ну, тут мужчина молодость вспомнит, девчоночки, посадит вас на машинку и куда-нибудь туда, где закат идет, да. Тут и романтику проявит, и поухаживает за вами, и прям будет молодец, мужчина будет стараться. Кстати, мне очень нравится мужское настроение вот именно в этой отсыпке. Мужчине хочется действовать, мужчине хочется быть в ваших глазах мужиком, победителем, добытчиком. Мужчина будет радовать. Пусть не так ярко, как хотелось бы, но тем не менее какие-то приятности мужчины будут вам доставлять. Будь это ваш муж, возлюбленный, сын, там, брат, да, мужчинки будут для вас стараться, мои девочки. Прям порыв идет, порыв. Так, какая-то сплетница вышла. Сплетница на голове, знаете, что носит? Вот у нее на голове то ли платок, то ли капюшон. Да? Возможно, она с капюшон, одежда с капюшоном, и она постоянно вот закрывает голову. Вот она сплетница. Какие-то вот разговоры пошли, что-то до вас дошло, а вы вот прям угадать не можете, кто же это сделал. А это она сделала. Женщина, которая покрывает голову либо платком, вот прям завязывает платок, вот как треугольничком, да, либо постоянно вот с капюшоном. Либо вы ее увидите, она будет в капюшоне. Вот это она сделала. Она сделала, теперь сама боится. Боится, что вы узнаете, что это она, что вы на ее след выйдете. Вот. Ну, дурочка, ну что тут скажешь. Так иногда бывает. Человека понесло, не смогла сдержаться. Наговорила там лишнего. Может быть, выпившая была. А теперь, видите, как и перед вами очень стыдно глаза будет прятать. И поправить ничего нельзя. Ну, я не вижу, что вы прям что-то ей нехорошее сделаете. Да, неприятно, но когда вы увидите вот эти ее глаза стыдливые, вам даже ее жалко станет. Да. Так, девочки, у кого свекровь свирепая, очень свирепая женщина, такая вот требовательная, постоянно там критикует, громкая, ее всегда много. У кого такая свекровь? Признавайтесь. Вам от вашей свекрови какой-то подарочек перепадет. Пусть не очень ценный, но нужный. Нужный и важный. Вот, она постарается, вас порадует. Хотя с таким видом будет дарить, что, знаете, спаси и сохрани, да? Лучше бы я тебя и не видела, но она о вас все-таки думает. Да, знает, что перегибает палку, но вот такой вот у нее характер. Вот ничего она с собой поделать не может, поэтому так себя и ведет. Так, вот еще вижу чью-то дочь. Дочь взрослая, девушка очень красивая, самостоятельная очень девушка. Вот. Вы о ней заботитесь, вы же для нее самого лучшего желаете. Это же ваша кровинушка, ваша принцессочка. А она, видите, как не идет на разговор, либо, знаете, вот сама вся в себе, вот, либо вашу помощь не принимает. Значит, девочки, ну, вы же ее дома не закроете, взрослая девушка, не закроете. Вот зачем вот это спорить, зачем ругаться? Ну, пусть идет туда, куда она хочет. А главное, чтобы она на связи была. Главное, чтобы она вам, я не знаю, ну, договоритесь с ней, чтобы она вам там звоночки делала, да, либо там смс-очку присылала. Просто смайлик прислала и все. Чтобы у вас душа была спокойна. Вы за нее очень переживаете. С одной стороны, это, конечно, хорошо, это очень похвально. Но, девочки, вы же ее тоже вот как от жизни ограждаете. А она ведь молодая, ей ведь жить хочется. Вспомните себя в ее годы. Ну, не надо так свирепствовать, просто с ней договоритесь, она будет этому очень рада. И вы понимаете, вот конфликт у вас закончится, вы примиритесь, наладится все хорошо будет, ничего плохого с ней не будет.
Ну, научитесь ей доверять, либо договоритесь так, чтобы вот вам спокойно было, и чтобы она тоже лишний раз от вас ничего не скрывала. Все это возможно. Так, здесь вот я вижу разговор с мужчиной по телефону, скорее всего. Мужчина по телефону что-то будет очень хорошее говорить о себе, о своей работе, о каких-то своих достижениях. Девочки, если ваш муж работает где-то далеко, да, либо вы вот, ну, как разделились, может быть, да, он там уехал на работу, а вы дома его дожидаетесь, либо он там в командировке какой-то, вот он будет вам хвастаться, будет говорить, что он своим трудом чего-то добыл, ну, значительное, серьезное. Это может быть и деньги, прибыль, это могут быть даже какие-то покупки, какие-то обретения даже могут быть. Прям хвастаться будет. Ой, хвастунишка. Ну, а вам приятно будет услышать его, и что он в здравии, что у него все хорошо. Правда, могут быть какие-то проблемы со связью, но тем не менее. Вот вас разговор этот очень порадует. Вот телефонный разговор, скорее всего, идет. Так. Рыбки плавают, но что-то к вам не заплывают. Будут разговоры за деньги. Возможно, даже у вас кто-то будет просить в долг, да, займи мне денег. Плавают. Вам какая-то сумма, что ли, нужна? Либо понадобится какая-то сумма. Вот смотрите, у вас будут просить, скорее всего, вы не дадите, либо вам, ну, действительно нечего будет дать. А когда вам понадобится сумма, она у вас появится. Вам эта сумма прям в руки идет. Вот прям тютелька в тютельку. Вот сколько вам нужно будет, столько у вас и появится. Вы, главное, ну как, знаете, как надеетесь, да, не ставьте себе блоков. То есть вам нужна сумма, вы думаете, о, нужна вот такая сумма. Наверное, не получу. Нет, вот так делать нельзя. Наоборот, вот прям загадайте, скажите, вот такая сумма нужна, чтобы то-то, то-то сделать, либо то-то, то-то купить. И вам выше ее пошлет. У вас, вот видите, как по счастливому случаю деньга в руки падает. Не могу сказать от кого и как, но вот ровно столько, сколько вам нужно, вы получите. Это очень хорошо. Очень хорошо. Ну, такое везение идет. Везение, да и хорошего человека. Конечно, хорошему человеку должно всегда вести, всегда и во всем. Так, мои милые, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.